Всем привет! Сегодня 9 февраля, сегодня мой день рождения. Прибежал быстро с работы, чтобы загрузить, вытащить прицеп, снегоход, прицепить, закидать все в машину и в 4 утра двинуться на рыбалку на 4 дня. Будем жить в палатке с дядей Сашей, родственником своим. Будет, я надеюсь, рыбалка интересная. Ну и сейчас собираемся. Часа утра. День рождения прошел. Настроение хорошее. Ночью начало мести. Температура с 15 упала до 9. И все 4 дня где-то будет стоять одна и та же погода. Ну, как бы для рыбы это неплохо. Как будет на самом деле, будем смотреть с вами. И не переключайтесь. Александр уже стоит, уже ждет. Сейчас поздороваемся. Самочувствие боевое, отличное. Здорово. Здорово. Все, сейчас двигаем. Плохо видно, уже припорошило, но вот идет волчий след. Раз. Ну, один, да. Одиночный след идет. Идет разгрузочка. Так, почти подзатянулись. Поставили между двумя машинами прицепы. Ой, сани завязались. Лосяра. Остановились снегоходы, чтобы отдохнули чуть-чуть. Часик проехали, где-то полтора. Уже рассвело. По темнику выехали. Вот за час рассвело, прям снег валит. Тепло, хорошо. Лоси бегают, следов лосиных. Зайцы бегают. Зайчий гон. Лоси. Это вчерашние следы припорошенных зайца. А так свежака зайца везде. Февраль, да, не гоняет? 4 раза не в году. Чего? Зайца, гон у зайца. Март и апрель вроде. Ну, не 4 раза. Ну вот потому что сейчас везде, я не помню, что следов столько много зайцев. Или зайца просто стало. Просто появились. Или просто зайцы появились, что очень много следов. Давно не видел столько. Ветер, конечно. Порывы до 15 метров по интернету. Но видно, что ветер сегодня. Так что пьем чай 5 минут и на 5 дальше едем. Вот он, лосяш, вечерний след. Присыпала его. Добрались до места. Как и предполагалось, никого здесь не было. Били целину. Сейчас разгребаем под палаточку место. Спилим сушинку. Одну, вторую. Вон одну вижу. Оставил я в том году ее.
И будем через часик, я думаю, уже пробовать ловить. Ставим печечку. Редуктор вот такой другой, это как самодельный. Да, покупной такой, Саш. Да? Вот, подшипники поменяли сейчас все. 3 рыбалки. Да. Сыромятина сделана. — 25 лунок за раз. В эту сторону, 25 туда. Полтинник за минут 15 пробурил. Сейчас будем пробовать ловить. Ну, пробьемся. Пока дядя Саша у нас дрова готовит. Пройдемся чуть-чуть. Где ручей впадает, шуга идет, зашугованность. Ну, попробуем, как там. Эх ты, вот это кошелот, ребят, сорвался. Такой здоровый, прям. Пока камеру включал, слабинку дал чуть-чуть и ушел. Хороший. Ух ты, это мелкий, это мелкий. Это мелкий опять. Но клювал здоровый, хороший шел. Вот. Такой более-менее взял. Вот первый зачетный, грамм 200. 170 может такой. Полотенчика не взял. В палаточке. Еще один. Еще один. Место здесь никто не ловил еще в этом году. Свеженькое. Кровь. Идет давление. Еще один клюет. Это мелкий, этот мелкий. Этот мельче. Этого мы отпускаем. Вытащил ветку. На ней вот такой вот, как он называется,
В общем, местный житель. Сейчас мы его насадим. Нет еще больше. Саша там дров уже сушинку спилил. Вот он, вот этот хороший. Во. Вот он взял на этого нашего короедика. Вот. Неплохой. Вот он, короедик. Вот он, хариус. Ух ты, удар, прям в удар, прям. Ах ты! Прям на опускание, такое ударище. Дна прям не достал. Блин. Хороший шел прям. Ну, не вытащил. Приготовил я вот такую снасть. Удочка обалденная. С Алиэкспресс. Стоит сейчас уже под 900 рублей. Зимняя. Хлыст 60 сантиметров. Вот такая у меня. Там, не знаю, грамм где-то 17, что ли. Такая мормышка. И такая вот у меня будет короед вот такой, на который меня клюнул сейчас. Вот сейчас я по этим же лункам пройдусь заново. Ну, пробуем теперь. Ни разу на такой не ловил. По старым лункам сейчас пройдем. Все, глубину нашли. Кивка здесь нет. Все удары идут в руку. Мне, конечно, и вам бы, наверное, удобнее видеть, когда удары идут по кивку. Мне самому интересно посмотреть, как он клюет. О, ух ты, ух ты, ух ты, вот это. А вот это. Смотрим по сторонам, да? А вот такого вот мы взяли, все, кормится. Если от него, когда поднимаешь, идет с задницы всякая ерунда, значит рыба кормится. Вот такая вот 250-очка, наверное. Пожалуйста. Работает снасть, работает. О, еще поклевка. Да, смотрите, как на нее берет. О, прям так хорошо. Только приехали, поставили палатку. Подъехали ребята втроем на снегоходах хороших таких за волками. Охотники за волками молодцы, прям целенаправленно. У кого кайф в рыбалке, у кого кайф в охоте. В том году я слыхал, что да, действительно завалили 3 волков за один раз, ну, за рейд. Вот, оказывается, эти ребята. Если они видят, привет им. Поехали искать свежий след волка. Ребята подготовлены, видно. Меньше глубина пошла. Удар был, ребят. Почувствовал удар. Ух ты, вот он. Вот он, мушечка. И вот он такой вот хариус у нас. Вот он. Вот такой вот красавчик. Угу. На первый
Первый харюс на такую мушку. И поклевка. Вот это рыбалка, вот это клев. Вот этот. Вот этот клев. Вот они с таких, с одной луночки поймал вот таких самцов. Прям. Снимаем дальше. Оба-на, есть, есть. О, вот такие вот кабаны. Вот они, кабанчики какие. Вот они. Здесь должен быть опять удар. Глубина больше. Есть. Есть. Вот он. Вот он. Красавец. Вот такой вот красавчик. Хороший харюс в этом году, говорят. Хороший харюс. Так. Вот он. Вот он. Ты посмотри, какие самцы, а. Какие самцы. Просто шикардос. Как говорит мне хороший друг, товарищ Сергей, я попал на Эльдорадо, на распродажу. Прям огурец. Огурец. Молодой, красивый. Как я в 16 лет, наверное. Ох, давай, расти. Расти. Вчера исполнилось 43 года, а чувствую себя как будто 16-летний пацан. Ударил. Вот 16-летний пацан не может уйти. И была поклевка такая сумасшедшая, прям. Ух, здоровый. Здоровый клювал. А у меня лунки прямо не пробуренные, струя прямо идет. Нужно понимать вообще, как, где харюс стоит. Там глубина, здесь глубина, или здесь берег, мель или не мель. Я знаю это место. Здесь вот яма. Здесь вот прям, я удивлен, что вот здесь рыба прям стоит. Никогда ее столько не было. Стояла она в другом месте совсем. Мы до этого места еще не дошли. А вот сейчас она прям все меняется и, блин, вот не угадаешь, как рыба стоит. Нужно бурить плес, там, везде пробовать. Вот он, ух ты, вот это, ребят, самый большой харюс, наверное, который будет у нас. Вот он. Этот у нас, наверное, ну, вот это самый большой харюс у нас на сегодняшний день. Уже вечереет. Ну как вечереет, уже второй час. Вот это самый большой харюс. Сейчас будут выходы больших рыб. Это уже там 300-очка где-то. Но мы
Ждем, мы хотим поймать килограмм. Я приехал сюда за килограммовым хариусом. Каждая рыбалка у меня где-то по срыв, по крайней мере, не могу затащить или срывается. Всегда есть. Не было такой рыбалки, чтобы или не вытащил, или не было. Ох ты! Ох ты, сорвался прям возле этого лунки. Такой же где-то. Грамм 250. Смотрите, хариус прям клюет. Клюет прям. Прям на эту удочку. Прям на эту сумасшедшую мормышку. Вот не клювал, поставил штук 5 опарышей. Одна поклевка хорошая вытащил, вторая вот сорвался. Нужно опарыши добавлять, потому что он, харис, очень разборчив. Хочешь ловить? Не жмись на опарышей. Добавляй. Новая луночка. Попробуем. Ух ты, вот он. Вот это. Вот новая луночка. Смотрите, ребят. Вот он. 300-очка. Мы подходим к месту, где должен стать крупнее харюза. На выходе из ямы. Вот он. Еще один будет здесь. Конкуренция есть. Вот это я неправильно делаю, что вот кидаю, конечно. Азарт берет. Опускание прям. Должен еще быть. Удар. Ах, удар. Удар. Ух ты, удар какой! Удар. Блин, просто, ну это крупный. Ух ты! Что творится здесь? Да. Да. Вот нет, это небольшой, это не тот. Мы это отпускаем этого. Этого жигана мы отпускаем. Нет, удар был другой. Там загнул так хорошо. Загнул хорошо. Мой фантик не выбрасываем с собой в печку. Так, новая луночка, удар. Вот он. Вот он, красавчик. Ух ты, вот он-то маленький. Я пробурил здесь сейчас 65 лунок. Отловил я, наверное, штук 12, наверное. Ну, пускай 15. Весь поворот еще впереди. Вот он наш. Ох, это хороший. Это 300-очка. 300-очка вот это. Вот он. Ух ты. Вот он, хороший. Смотрите, что я сделал. Мормышка желтая. Она отбивается об камни, белеет. Я еще сделал, покрасил, вот лак взял для ногтей и сделал такие ребра. Ну, дополнительный раздражитель для рыбы. Он хуже не будет.
Надо опарыши поставить, ну вот. Вот, ну пока клюет, о, смотрите. Вот, пока клюют они на такого опарыша. Вот еще один. 250. Я его забагрил даже. Смотрите, уже опарышей нет. Но я попробуем все-таки еще на него. А нет, вру, по следам приходила сюда. По следам не клювала здесь. Ух ты, ох, удар какой. Ударище. Здесь ночью можно приехать поставить, уже когда будет смеркаться, уже приехать поставить донки. Я думаю, что когда донок поставим, процентов 70 снимем здесь. Мы так, наверное, сделаем. Донки взяли, червей взяли, лунки набурены. Почему нет? Меняем опарышей. Минус этих коробочек вот этих. Нет, ну как бы плюс, вот видите, клюет. Что они высыпаются. И вот я взял, вытаскивал, она раскрылась, все опарыши вышли у меня. Вылезли. Вот это трата времени. Коробочку взял, смотрите, клюет. Клюет, бьет харюс. Сейчас я его. Ах ты, паразит, а. Надо ловить. А я занимаюсь сбором опарыша. Хотя он клюет на настоящую. Давайте посмотрим, пока собираем опарыши, посмотрим, как он настоящий берет. Времени очень много. Есть коробочка из-под кремов. Крем для лица, там всякие разные закручивающиеся. У меня есть в рюкзаке. Не успел, поленился. Ну, не поленился, забыл. Хотелось быстрее половить. Не положил. А теперь вот наказание мне. Собираю. Собираю, теряю опарыша. Харюс стоит здесь. Сейчас на другую лунку перейду, будет клювать. Ух ты, вот он, вот это, вот он. О, дуплет. Это был дуплет. Дуплет. Вот такой вот. Взял на у нас мушку. А не вру, на мушку, да. Вот такой вот 300-очка. А этот взял у нас вот на такую торпеду. Так называемую. Самый маленький сегодня. И самый счастливый, наверное. Взял на самую большую. Опередил такого кабана. Его еще и отпустили. Ребят, ну что, наш сегодняшний итог. Что не надо опарышей вносить. Они по крупных контейнерах. Второй раз сегодня у меня это просыпается, рассыпается. Собираю это все опять же перед вами. Но уже практически ничего не осталось. Потому что клев был сегодня, ребят, обалденный. Клев был сегодня шикарный. Ладненько. Ближе к делу. Ловил сегодня я. Начинал ловить на такую мормышку, на которой ловил всегда. Она вот такая вот мормышечка. Вот такая ядовитая. Оказывается, она хорошо работает. Наверное, больше всего показала себя перед в сумерках уже, когда уже домой уезжать. Она светится и рыба активная. Я думаю, что сейчас по этим лункам пробежаться. Я сейчас на этом месте пробудил 67 лунок, 67.
там, не знаю, прошелся за раз. Начал считать. 67 лунок. Ловил вот на такую снасть. Суперская. Удочка это китайская. На Алиэкспресс покупал. Просто шикарно. Отрабатывает шикарно. Вот на такую мормышку, не знаю, называется торпеда у нас в наших краях. На эту мушку я поймал на короеда, типа короеда, я поймал штук 5, наверное. Ну, шикарно. Пробивает всякую там лед, не лед, шикарно. То есть по времени, экономишь времени, не надо палочку таскать. Ну, шикарно. Удочка шикарная. Я просто с нее сегодня кайфанул. Что сегодня я поймал? Поймал я сегодня подарил мне Славик на Новый год весы вот такие. Сколько я поймал? Поймал килограмм, наверное, ну, десяточка точно есть. Ну, да, я думаю, что килограмм 15. Оба-на. Врут весы. 24 килограмма показывается. Ну, много, но не 24 же. Так, обнуляем. Еще разочек. О! Блин, 24 800. О, да, это рыбалка. Сегодняшний день. Ребят, ну харюза все зачетные, все вот такие. Это 250-200 грамм. 25 килограмм почти. Мне, честно говоря, не верится, что здесь 24 килограмма. Вот весы другие. Двое весов своего начал ловить. $11,200. 11,150, ближе к телу. Пробуем их опять. Что-то они, может быть, футы-муты показывают. Показывают 24, не знаю. Здесь 12 килограмм, да, ведро здесь нету. Блин, ну хотя тяжелое, блин. В общем, получается, поймал сегодня я 12 килограмм. Мелкого харюза нет, всего отпускал. Это харюз первого дня рыбалки, я не знаю. По моей статистике, что самая классная рыбалка это первый день. Для меня это просто шикарно, ребят, просто шикарно. Это, не знаю, у меня вчера был день рождения, я до 10 часов с ребятами посидел, с родственниками, лег спать в предвкушении рыбалки вот этой. Ребят, просто, смотрите, какие самцы, просто, ну, это грамм 300, там не 400, ну, 320, может быть, там не было. Были крупные, там, видно, подтяжки такие, но килограммового не было. Будем искать килограммового, знаю ямы. Завтра, послезавтра буду просто буду ездить и искать его. Приехал. Сейчас приедем, уже смеркается. Сейчас приеду в палатку, возьмем донки. Ну и на донки поставим, потому что рыбу здесь, я думаю, что хватает. И на доночке посмотрим, и вам приятно. Это очень проблематично, не проблематично, а долгий процесс такой. Я его не люблю, честно. Ну, ради вас я вот поставлю.